Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё, Маша Калеснікаў пры мікрафоне. Сёння мой госць гэта малады беларускі музыка Ягор Шаранкоў. І Ягор прыйшоў з новай песняй «Кто мы?». Песня літаральна сёння з'явілася на музычных пляцоўках. Калі ласка, Ягор. Вижу я, где колесо, там мои мечты, я знаю, в моем сердце вдохновение. Все мои мысли о тебе, нежный взгляд так согревает. Дай свою руку и доверься мне. Не отпускай меня, я рядом. Ты мое море, я гавань, я гавань. Кто мы, кто мы, кто мы? Мы с тобой. Кто мы? Сегодня ночью эти волны красиво так тебя напомнят. Снова на репите голос твой. Какая же в тебе свобода, не нужно качества иного. Эти чувства нам не повторить. Не отпускай меня, я рядом. Ты мое море, я гавань, я гавань. Мы с тобой. Кто мы? Кто мы? Мы с тобой. Кто мы? Кто мы? Oh, no. Точки, звук тишины не страшен. Вместе приближаемся к свету луны. В нем растворимся, сольемся водой. Мы в одно целое. Мы с тобой, кто мы? Мы с тобой, мы с тобой, кто? Мы с тобой, мы с тобой, кто мы? Мы с тобой, мы с тобой, кто? Мы с тобой, мы с тобой, кто мы? Мы с тобой, мы с тобой, кто? Мы с тобой, мы с тобой, кто мы? Кто мы? Кто мы? Мне хочется сказаць, што такога вы не чулі, таму што вы сапраўды гэтага не чулі. Гэта Ягор Шаранкоў з новай песняй «Кто мы?». Калі ласка, Ягор, сядайце. Слухайце, ну даўно пра вас нічога чутна не было. Недзе вы прапалі з радараў. Што адбывалася ў вашым жыцці? Вось пасля 2017 года, здаецца, мы тады апошні раз з вами сустракаліся. Да. 2017 год был очень такой плодотворный для меня. Я даже с какой-то стороны, наверное, не был к этому готов. Но не знаю, эти 2 года для меня достаточно прошли плодотворно, несмотря на то, что я нигде особо не участвовал, не мелькал, но я писал песни, заканчивал учебу в университете, закончил магистратуру, женился. Супер. В общем, у меня как бы... Я, наверное, устроил такую свою личную жизнь немножко, чтобы освободить уже в дальнейшем место и время для творчества и для своей такой сольной реализации. Ну, слухайце, дастаткова сапраўды ўсё плённа адбылося. Што тычыцца вось новых песень, так? Я так разумею, што вы ўсё ж, паколькі малады артыст, у вас яшчэ няма свайго альбому,
і вы зараз накопліваеце акурат матэрыял для таго, каб вось ужо быў такі багаж, з якім можна было ўжо і там і канцэрты ладзіць і так далей. Да. Наколькі гэта ўсё ж неабходна, таму што многія беларускія артысты як бы лічаць, што дастаткова там некалькі песень раз у год з'яўляцца, ну і як бы і быць зоркай беларускай эстрады пры гэтым. Ну, я не знаю, на самом деле, мне кажется, что это решение каждого. Но сейчас, например, да, у меня как бы идет такой поток, мне хочется выпускать, хочется делиться своим творчеством, своими историями, потому что песни, которые я пишу и буду выпускать в дальнейшем, которые уже в работе, это не просто там какие-то песни о чем-то, о ком-то, это песни обо мне, о моих чувствах, мыслях. Поэтому, да, материал сольный готовится, я очень планирую, что вот в ближайшем времени выпущу какой-то альбом или мини-альбом, что-то будет обязательно, потому что, да, мне хочется делиться. Сейчас я просто понимаю, что сейчас я готов на 100% заниматься собой, и что я сейчас могу что-то рассказать и что-то людям дать. Вот, я как-то сейчас это уже осознал. Потому что раньше для меня это было, ну, вообще, как бы попел, кавера попел, и все хорошо вроде бы. И я даже не чувствовал, что надо свою музыку делать. Ну, я понимал, что когда-то в будущем это будет. Но вот на тот момент я просто вот плыл по течению. Сейчас мне хочется уже что-то оставить, что-то рассказать, что-то оставить после себя. Я нагадаю, што Ягор Шаранкоў сёння госць жывога эфіру Еўрарадыё. Хто не ведае, Ягор удзельнік украінскага тэль-шоу «Голас», таксама лаўрэат славянскага базару. Правильно? Да. Вось. Ну, гэта такі нармальны бэкграунд. І што дала перамога, так, другое месца на славянскім базары, і што даў тэлешоу «Голас» вам, і ці дапамагло гэта ўсё, ну, неяк так знайсці сваё месца на сцэне? Ну, сейчас я могу сказать, что мне дал «Голос» и «Славянский базар». Ну, наверное, это не буду супер... Я что-то новое говорить, это опыт, понятно. Из-за того, что я в то время не был готов развиваться сольно еще сам, хорошо, что я это как-то понимал и не выпускал того, чтобы мне потом через год, я думал, боже, за что, зачем я это делал? Хорошо, что я это понимал тогда, и я понимаю, что тогда это была возможность, чтобы, ну, заявить о себе. И, конечно, это бы как-то помогло там и моему материалу получить какой-то отзыв и резонанс больше. Сейчас как бы это все же длится, вот эта популярность, она же вот буквально там, пока идет проект, потом наступает новый сезон, и новые звезды, новые лица, новые имена, поэтому ты популярен, и нужно пользоваться этим моментом, когда он непосредственно ты в нем находишься. Но у меня так не сложилось. Ну, значит, так и должно было быть. Я думаю, что... Вернее, я уверен в том, что все не случайно, и все происходит так, как должно быть. Сейчас у меня есть команда, у меня есть друзья, с которыми мы пишем музыку, и я полностью кайфую и понимаю, что я должен делать. Но не исключаю, что, возможно, в будущем где-нибудь я еще поучаствую, потому что хочется расширить аудиторию, хочется... площадку иметь такую, чтобы на более большую аудиторию рассказать свои истории музыкальные. Слухайте, ну у вас такая миссия, я скажу, як і, у прынцыпе, у ваших сяброў, у ваших равеснікаў, так? Вам трэба, ну, нейкім чынам ператварыць беларускую сцэну папулярнай музыкі менавіта ў сцэну, дзе выконваецца папулярная музыка, а не беларуская эстрада. І мне падаецца, гэта такая вельмі сур'ёзная задача. Вось як вы збіраецеся з ёй справіцца, і ці разумееце вы вось гэта? Я понимаю, да, но, знаете, я как бы не хочу привязываться к каким-то вот то, что надо и должно быть так. Я хочу делать то, что считаю нужным, то, что мне нравится, от чего я получаю удовольствие. И если это будет хорошо и качественно, и как-то поможет нашей белорусской популярной музыке заявить о себе, то я буду только рад. Вот. Ну, как-то так, не знаю.
Не знаю, что еще сказать. Не, але мне падаецца, што гэта ўжо ў прынцыпе адбываецца, таму Ну што у нас ёсць і дуэт Вэл цудоўны, так, і у нас ёсць і Майкл Соул, і ну шмат ужо артыстаў, якія сапраўды паказваюць зусім новы ўзровень, і самае галоўнае новы падыход, то бок яны разумеюць, пра што лепш не спяваць, так, што такое добры гук, што такое якасная карцінка, што такое, ну просто такі еўрапейскі падыход, мне падаецца, это круто. Это супер классно, я сам радуюсь постоянно, потому что клево, что у ребят получается заявлять о себе. В этом году Евровидение для меня вообще был просто... Я был поражен, мы болели за ребят, за Вэл, были на отборе, и я до последнего не мог поверить, что вот реально может так случиться, что все вот так, как должно было получиться, так и получилось, и что это было так справедливо, и ну класс. И я рад, что как-то вот молодая белорусская музыка, сейчас современная, она вот находит отзыв у слушателей, у зрителей, что она становится востребованной, популярной. Это классно, это хорошая тенденция. Ну так, мне яшчэ вось падабаецца, я паслухала удзельнікаў Еўрабачання з іншых краін, і мне падабаецца, што Беларусь, ну сапраўды ў такім вось трендзе Еўрабачання ў гэтым годзе, і гэта сапраўды прыемна. Ну да, это очень стильно, вкусно, качественно сделано. Ребятам удачи большой. А вы, дарэчы, чаму вырашылі ну, не заяўляцца на Еўрабачанне? Вы ж все ж уже таксама маеце і такі досвед. Ну, знаете, я целенаправленно знал, что я в этом году точно не буду участвовать, потому что бэкграунд бэкграундом, там конкурсный, все, это понятно, опыт телевизионный, это хорошо, но я понимаю, что я как бы уже участвовал в отборе когда-то с Мишей. Это был 16-й год, 16-й так, год, дуэт да. ЗМ. Ага. Да, и я как бы окунулся в этот процесс изнутри, посмотрел, что он из себя представляет, и сейчас я понимаю, так как я только начал свой авторский музыкальный проект и делаю первые шаги, я понимаю, что у меня еще нет такой команды, с которой я бы мог, ну, и уверенно, я не говорю сейчас конкретно о музыкальной команде, а вот именно там уже там всякие режиссеры, пиар-менеджеры, там и все, и так далее. У меня нет такой большой команды, с которой бы я был уверен, и я знал, что мне ничего не страшно, я могу вот идти, выступать, и понятно, что если я буду пробоваться на Евровидении, это будет уже, я буду мыслить не нашим белорусским отбором, а уже как бы выступлением на самом конкурсе. Поэтому мне хочется, чтобы это было качественно и подготовлено. Просто так вот участвовать как бы одному, я просто знаю, насколько это тяжело, насколько этот весь процесс, этот весь продукт состоит из множества всяких составляющих, и за каждое дело отвечает человек, потому что я считаю, что каждый должен заниматься своим делом, потому что все на себе тянуть — это нереально сложно и не будет качества. И я просто понимаю, что, например, у ребят ВЛ хотя бы, ну, есть какой-то там, они уже выступают с проектом, у них как-то начинает формироваться какая-то команда, такая более уже масштабная и уверенная. И поэтому, ну, они молодцы. Я считаю, что хорошо, что в этом году, потому что мы с Лерой не раз обсуждали вообще Евровидение, и то, что и планы поучаствовать, и я считаю, что вот, ну, у них все сложилось идеально, вот это их год, надо рвать. Ну, класна. Слухайце, дарэчы, у вас з Лерай быў сумесны такі модны блог, так? Вы паспрабавалі сябе ў ролі модных блогераў. Я паглядзела, што апошні раз вы выпускалі нейкі ролик 11 месяцаў таму. Чаму ўсё ж вы вырашылі спыніць гэты блог, так? Наколькі гэты досвед вам падабаўся, ці будзеце нешта падобнае ўсё ж працягваць? Ну, нам очень, да, у нас был проект, назывался «Красиво жить не запретишь». на Ютубе мы выпускали влоги, шопинг-влоги. Это было интересно, мы долго обдумывали этот концепт, и это было интересно для нас, опыт. И мы бы хотели продолжать, но так как мы все делали сами тогда, ну, как бы, то есть и съемка, монтаж, там, и сходить... отснять, плюс у Леры свои там выступления, у меня там свои дела, и было очень трудно совместить графики. То есть у нас не было команды монтажеров, которые мы могли бы отснять, и они бы все нам смонтировали, и все, ок, поехали дальше. А приходилось все самим, плюс Леры был проект, выпускали песни, она тоже там сама все пыталась там заниматься им полностью, все было в ее руках. И поэтому мы просто в какой-то момент поняли, что мы не можем состыковать время даже пойти отснять материал. И как-то так решили пока отложить. Но
вот, возможно, бы не было Евровидения, если бы продолжили. Хотя, я говорю, для всего должна быть команда. Ну, цяпер, мне падаецца, ўжо больш шансаў на тое, каб і больш людзей глядзелі ваш блог, так? І што ўсё ж будзе тая самая каманда, якая, ну, прынамсі, з монтажом вам дапаможа. Да, я не исключаю, что в дальнейшем, может, мы что-то сделаем вместе или продолжим эту историю, потому что у нас мало такого. Ну, так. Нету, да, и поэтому нам была интересна эта концепция. Посмотрим. Чому вас менавіта цікавіць мода? Ну, я не знаю, ну, как бы профессия обязывает, что ли? Ну, нет, не обязывает. Ну, не все ж музыкі Ну, да. лічаць, што ось трэба выглядаць так, каб сябе адназначна запомнілі. Многія ж скажуць, што трэба вось зрабіць нешта такое ў плане песні, твоя музыка мусіць за сябе гаварыць. Да, я согласен. Нет, просто для меня это как-то всегда было мне близко, интересно. Я всегда интересовался модой. Ну, не скажу, что там прям сижу и каждую минуту там листаю показы и журналы, что, ну, как бы я интересуюсь, мне это интересно. Мне нравится там хорошо выглядеть. И у Леры те же самые интересы, мы совпадали с ней полностью, и поэтому у нас даже не было сомнений делать какой-то такой проект. Ну, посмотрим. Может, мы продолжим, потому что у нас реально такого мало в Беларуси. Поэтому, может быть, это будет дальше нам интересно и как-то сложится. Я нагадаю, што гость сённяшняга жывога эфіру Еўрарады Ягор Шаранкоў. Сёння Ягор прадставіў у нас свой новы трек, свою новую песню «Кто мы?». Ну, слухайте, Ягор, я яшчэ ведаю, што вы працуеце ў аркестры Фінберга? Да. Слухайте, як вы увогуле сумяшаеце тады тое, што робіць у Фінберга, гэта ўсё ж аркестр, дзе збольшага спяваюць каверы, так, ці праграмы там прысвечаныя беларускім аўтарам, так, і ўсё ж вось пры гэтым заставацца сабой, быць модным сучасным беларускім музыкам, які стварае сам сваю модную музыку. Я думаю, что это, наверное, отчасти и подтолкнуло меня наконец-таки делать свою музыку, потому что мне уже надоело петь кавера. А так как я работаю, да, в оркестре, много концертов, приходится петь много. Поэтому я даже вообще, из-за того, что у меня была работа в оркестре, я никогда не выступал ни в каких кавер-бэндах, ничего, потому что мне хватало каверов вот так исполнять. Але я чула, што Михаил Яковлевич не вельмі нават і дазваляе менавіта вакалістам там па вечарах разрываться и там свои голосовые связки рвать. Так, он бережет просто всех. Ну, слушайте, ну, как бы, возможно. Меня просто не касалась эта тема, поэтому я не в курсе там нюансов. Но... Ой, какой был вопрос, простите? Ну, як вам удаецца і быць самим собой, играючи у дзяржаўным канцэртным аркестры? Знаете, я не знаю, повезло ли мне, либо... Это просто нормальная практика, но я всегда был с собой в оркестре. И мне никогда не приходилось особо подстраиваться. Ну да, понятно, есть программы, там, которые там обязывают, там, патриотические там, или еще что-то, да. Но даже в них я всегда старался оставаться собой. И как-то мне, не знаю, мне кажется, что сейчас как-то все так очень хорошая тенденция. Мы приносим много своего материала, который хотим исполнять, и это очень так приветствуется, одобряется Михаилом Яковлевичем. Поэтому я всегда был собой и в плане образа, имиджа, стиля и вокала. То есть мне никогда не запрещали что-то и не ставили там какие-то палки в колеса. Ці умовы. Да, или не загоняли в рамки, что ты должен выглядеть вот так и петь вот так. Никогда не было. Не знаю, может быть, Михаил Яковлевич ко мне так хорошо относится, либо не знаю, просто мне повезло. Я крыху нават не уяўляю, напрыклад, падчас нейкай там праграмы да Дня перамогі вось вас у пилотцы, например. А я даже никогда не выступал ни в военных костюмах ни разу. Поэтому, я не знаю, мне так вот повезло. И я благодарен, что я нахожусь, наверное, в то время и в том месте, что я могу быть собой. Слухайте, але вось праца у аркестры гэта размеркаванне, ці гэта просто ваша добрая воля? Добрая воля, думаю. Да. Сейчас я пришел в оркестр, мне было это интересно. У меня до этого не было практики работы в таких крупных коллективах. Это живые музыканты, это совершенно другая энергетика. И это
Я больше скажу, что раньше я сольно выступал, и мне было супер кайфово. А сейчас я без музыкантов, у меня уже так, типа, чуть-чуть кого-то не хватает. Ну, падтрымка Чего-то- добрая. Да, я так привык, что за спиной всегда есть такая, ну, вот реально машина, люди, которые, ну, вот как-то поддерживают даже как-то эмоционально, что ли. И мне сейчас даже вот, ну, порой сложнее выступать одному, если какие-то выступления, вот. Но это была абсолютно моя такая инициатива, мне было интересно попробовать, это был такой для меня очень классный опыт, и сейчас я нахожу, что брать для себя нового каждый день, и стараюсь, ну, так как мне, я говорю, не ставят палки в колеса, я продолжаю быть собой, то есть я могу развиваться параллельно и пробовать даже себя, какие-то открытия в себе, пробовать и привносить их даже в работу в коллективе, поэтому, ну, вот, как-то так. Але мне падаецца, што калі ўсё ж музыкі ствараюць свае аўтарскія праграмы, яны вырастаюць з аркестра, то бок аднойчы ўсё ж вырасце адтуда, вы сабе уяўляеце гэты момант? Ну, я думаю, конечно, когда-то что-то изменится. Я как бы люблю, когда что-то менять, потому что это развивает и открывает тебя. Пока что мне комфортно работать, мне нравится, и как-то все очень спокойно, и я получаю удовольствие. Что будет дальше, никто не знает. Ну как, знает, один Бог только знает, поэтому просто иду дальше за своей мечтой и буду делать то, во что верю. Класна, дзякую вам вялікі, што да нас зайшлі. Спасибо вам большое. Я нагадаю, што гостем сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыо стаў Ягор Шаранкоў, музыка, які прэзентаваў на пачатку праграмы свою новую песню «Кто мы?». Яе можна паслухаць на розных пляцоўках? Да, абсолютно везде. Пампуйце і слухайце беларускае. Шчасліва.